Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям Республики Коми за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. В Сыктывкаре во время торжественного концерта, посвященного Дню учителя, были объявлены имена победителей. Среди них учитель французского и английского языков гимназии номер 2 Анна Косолапова. Анна Сергеевна Косолапова – выпускница французской гимназии, золотая медалистка. Она всегда знала, что хочет связать свою жизнь с иностранными языками. Получив высшее образование, Анна Сергеевна вернулась в родной город и любимую гимназию, став молодым учителем. Сегодня на ее счету уже немало побед в соревнованиях профессионального мастерства. Я считаю, что это высокая оценка, потому что все-таки, как было указано в конкурсе, это лучшие учителя за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Конечно, это приятно. Еще более было приятно поехать в Сыктывкар на вручение именно этой премии из рук Натальи Владимировны Якимовой. И она, когда пожимала мне руку, сказала: ждем дальнейшего участия в федеральном уровне данного конкурса. То есть, возможно, я еще буду пробовать себя в этом конкурсе. Там можно, но не на следующий год, а уже по истечении нескольких лет, когда будут уже достижения в различных тоже и конкурсах, и детские достижения, и в олимпиадах, и все, что будет по критериям требоваться. В прошлом году Анна Сергеевна стала победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2021». Педагог представляла ИНТУ на республиканском этапе. В этом же году девушка стала призером муниципального конкурса внеурочных мероприятий. В этом году, в 2022 в апреле, мы с моим наставником участвовали в конкурсе наставников и молодых специалистов. Тоже прошли заочный этап и нас пригласили на участие в очном олимпиаде, в очном этапе в Сыктывкаре. Там мы заняли с ней второе место, то есть диплом второй степени. Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности проходил летом. Конкурсная комиссия провела экспертизу конкурсных материалов учителей из 8 муниципальных районов и городов Республики Коми. Работа сама в себе заключала работу по различным критериям, то есть нужно было и успеваемость детей отразить, и участие в конкурсах в различных этапах, также участие детей в олимпиадах, участие детей в конкурсах, плюс уровень самообразования учителя, то есть это постоянное самосовершенствование, прохождение курсов повышения квалификации и указание на экспертную деятельность. То есть портфолио собиралось по данным критериям, затем я его отвезла в Сыктывкар, оно проходило первую экспертную комиссию, чтобы соответствовать на все заявленные требования, и затем уже жюри, компетентное жюри, оно оценивало всю работу в целом, и благодаря их оценке у меня получилась победа на республиканском этапе. На основании результатов проведенной экспертизы был сформирован рейтинг участников конкурса, согласно которому на 6 первых позициях расположились учителя-победители конкурса федерального уровня, с 7 по 12 места в рейтинге – победители конкурса республиканского уровня. Победителям федерального уровня выплачивается денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей за счет средств субсидий из бюджета Российской Федерации. Победителям конкурса регионального уровня денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей за счет средств субсидий из бюджета Республики Коми.